Ты, комментарий Бышыкты. Манеда Уханга Халумбаена. Ушин, ну сколько градусов так ушин. Ну, ушин, наверное, бэйна. Ушин кукурува. Мудртовая Хангу Халум. За мнодр на night stream Гаргаи. Короче, ночной стрим будет. Из Южной Кореи. Хангу Халум. Ну, на самом деле, как сказать-то, Халум. Душно, потому что влага большая. Харха надо худый процент влажности. Так вообще недавно ерын процент было, представьте. Так, как на этом алхазском диалекте-то? Юсын. Еры тоже будет. 90 все равно еры будет. Почему-то 9 произносится, ну... там же нету R, точно. Что такое? Что-то сегодня такой день вообще. Спать охота. Прям сейчас так мгновенно спать захотелось. Прям вообще. Прям глаза закрываются. За комментарий нут Бышыкты. Нудр. Что получается? Уже гуру нудр, да? Подряд веду стримы. Ну ладно. Надо маленько в форму прийти. Хотя жара, конечно. Тигет. Вообще, когда я начал так поменьше-то выпускать стримов? Уже забыл на самом деле. Но надо немножко восстановить, короче, активность. Вот сейчас планирую. Посмотрим, насколько получится, конечно. Опять-таки, муно пока просто сулом бэна. Тигедла. На эфир гаржуэном, хорлджуэном. Ну, по большому-то счету, конечно, сильно перемен пока маловасто. Но в целом интересно, конечно, как вам сказать, интересно наблюдать, что вообще происходит. В общем-то, смотрите, по большому счету, вот представление, да, как наши буряты и другие коренные народы должны развиваться, оно есть. Другая проблема в том, что слишком долгое время наши народы жили в такой тщательно режиссируемой, планируемой, как бы сказать, действительности, что ли, когда они были лишены выбора. И вот это вот, конечно, большая проблема сейчас. Люди за эти 100 лет, по крайней мере, наши буряты, совершенно разучились самостоятельно думать, вообще принимать решения, брать на себя какую-то ответственность. И это муно вообще какой-то народ им было, как сказать-то вам, неактивные, короче. Вот в чем проблема. Тигет, муно, видите, муно. Так. Ну все понятно. Ладно. Так. Муно все, конечно, стало сложно. Тем более, когда вообще любая активность какая-то запрещена там, в Рашке, на территории оккупированной Бурятии.
эти, ну, я надеюсь, кстати, что все-таки в Бурятии большинство смотрит. Все-таки, конечно, эти ограничения, но знаете, что хорошо, что из-за этих мессенджеров больше людей станет говорить, VPN устанавливать. VPN тапха характы, VPN тарикты, стримнут характы, видео характы тоже. Тоже видео буду выпускать. Так что, видите, это хорошая история на самом деле. Ну, в какой-то степени, конечно. Ну, а так, знаете, конечно, знаете, очень сильно они раздражают с этими всеми своими запретами. Ну, честно говоря, я не знаю, как этот народ все это терпит. Каждый день какие-то запреты. Имитируют, конечно, вот эту вот деятельность, что якобы кто-то Госдума против якобы блокировки этих мессенджеров, звонков и так далее. Но это все, конечно, бред. Сейчас какую-нибудь петицию запустят, потом скажут: ой, а ничего не получилось, там кто-то отверг, что-то такое. Ну, терпите, мол, устанавливайте макс и все. 100 раз мы это все проходили. Мне это, честно говоря, уже надоело. Когда, как сказать, ну, я же активно во всяких этих делах участвовал, как дурак, сейчас так думаю. Всякое это там законы о Байкале, да, там сплошные рубки. Потом это Конституция, да. Потом что еще? Как их эти дурацкие QR-коды, да, нельзя было зайти. Да вообще, знаете, если так вспомнить, это какое-то вообще бесконечное издевательство просто над этими жителями. Мне кажется, они, знаете, там сидят и уже не знают, что придумать, как еще издеваться над этим народом. Ну, ладно, наши народы это в оккупации находятся. Это еще как-то простительно, можно сказать. Но, блин, основное это, конечно, блин, такое стадо вообще какое-то, я не знаю. Честно говоря, даже думать про них неохота, вот честно говоря. Но так как мы пока в оккупации находимся, вот это проблема вообще для всех, для нас. В 90-е годы, конечно, ну сейчас уже все это поздно говорить. Сейчас все зависит от нас, не от тех вот этих стариков уже, которые там что-то до сих пор еще сидят, вякают. Но надо еще понимать то, что вот о чем сегодня хотел поговорить. Все эти агенты влияния, на самом деле, это же все пешки. Знаете, в чем вообще замысел, да? Я вот сегодня, знаете, вот иногда у меня какой-то этот бывает, да? Какой там, как же этот, инсайт или что ли? Вспышка озарения, инсайт, по-моему, да? Нормзуб, СМБНА. То, что по большому счету вот эти все профсоюзы, Шабагоровы, да, кто там, Бурловы, как Ладаевы, все же это просто на самом деле пешки, вообще пешки, просто пешки. Конечно, ну как сказать, строят что-то из себя там, пытаются, ну, это понятное дело. Ну а так, они просто сугубо исполняют чужую волю, чужие, как это называется, установки. А смысл-то в чем заключается? Вот как сейчас у нас создана, да, в Бурятии, полностью такая, как сказать, это знаете, как вот, когда для детей каких-то гиперопеку создают, ну, в нашем случае это, конечно, не гиперопека, да, то есть когда тебе там действительно так прям заботятся. Это гиперопека в том плане, что это, чтобы ты не принимал никакие самостоятельные решения, вообще не думал ни о чем. Ну, чтобы ты слепо, короче, подчинялся. А так, в плане опеки того, что якобы о тебе будут заботиться, там, платить хорошую зарплату и так далее. Ну, нет, конечно, такого нет. Наоборот,
Короче, гиперопека в плане того, чтобы ты, короче, никакие самостоятельные решения не принимал. И вот для этого все и нужны вот эти вот и пропагандисты, да, которые штатные. Ну, в Бурятии все СМИ, все это пропагандисты. Там нет ни одного независимого человека. Также и во внешнем, получается, контуре. Вот эта вся вымышленная псевдооппозиция, это то же самое, те же пропагандисты, только с другой стороны, получается. Ну, вот якобы. Это все такая игра, короче, происходит. Типа вот есть белые, черные, вот они что-то там между собой как будто борются. Но на самом деле это все как называется-то петрушки, короче, да, или как там марионетки. Как вот у Макаревича есть песни же, да, там все они марионетки. Получается так. Ну, что на всей вот этой вот русской, российской оппозиции, тем более. Но, мне кажется, среди них есть какие-то... Ну, вот этот канал Дождь, это по-любому все марионетки. Какой они бред обсуждают. Иногда смотришь, такой бред вообще. С каким они еще, знаете, придыханием к пыни Путину относятся. Это капец. И, знаете, все время так... Как сказать, как они еще себя называют каким-то оппозиционным СМИ, это вообще правильно, знаете, кто-то недавно идею сказал, что пока мы не вскроем все эти архивы ФСБ, КГБ, мы не узнаем, кто были агентами. Ну, 95-99% все агенты, на самом деле, я так думаю. Просто понимаете, у них задача такая, создать такое информационное поле, чтобы у тебя как бы даже своей какой-то самостоятельной мысли вообще не родилось. То есть вот типа там, вот этот чувак так говорит, да, вот все верно он говорит, на самом деле так оно и есть, типа, да, и так далее, да. И, ну, типа, куда я там полезу, ничего не знаю, ничего не понимаю, вот там есть кто-то, жопу своей рискует, там, что-то такое, да, лучше я где-нибудь там сам отсижусь, что-нибудь такое, да. Ну, на самом деле, это, конечно, крайне неверное утверждение, мысль. Но, опять-таки, смотрите, так уж в жизни устроено, что в какой-то либо деятельности, там, в спорте, не знаю, все равно выбивается вперед какие-то харизматичные, ну, какие-то люди с какими-то способностями, короче. Вот как-то так. И поэтому, конечно, в какой-то степени это все... Ну, не все же не могут быть лидерами там или еще что-то, первые места занимать. Для этого все это, в принципе, и существует. Вся эта деятельность, соревнования и так далее. Ну, ладно. Но, понимаете, по крайней мере, быть просто активным, иметь свое мнение, ну, это у каждого... Мышка такая маленькая полевая. Это, конечно, должно быть у всех наших людей, народов. Ну, просто потому что, как сказать, все равно же надо своей головой жить, думать. И тем более, знаете, вообще, вот что плохо, да, у нас сейчас, нет никакого понятия вообще долга, да, получается. В том плане, что... Сейчас попытаюсь это грамотно все сформулировать. Ну, какой-то ответственности, что ли, за... Может быть, громко будет сказано, там, за судьбу народа и так далее. Но, тем не менее, вот это все... Вообще же таких речей, согласитесь, вообще нету. Понятное дело, что обычно это какие-то пропагандисты говорят, все это всегда, если такая речь заходит, то мы как привыкли к чему, что по-любому, значит, будет распил какой-то, воровство и так далее. Ну, то есть мы давным-давно живем из-за того, что в оккупации Урашки живем в такой вымышленной реальности, в которой якобы вот все хорошо, все нормально, и завтра будет еще лучше. Вот родину якобы там защищаем, да, в Украине. На самом деле все это с точностью наоборот. Значит, живем мы очень хреново, плохо, напали на ни в чем не повинную. Ну, это вообще ни в чем не виновата
только фактом своего существования и то, что была раньше оккупирована Украина, да, только из-за этого нападение на нее произошло. Ну и из-за амбиций. Понимаете, смотрите, это вот такая вот... Почему необходимо-то разрушить весь этот русский мир? Прямо вот эту всю идеологию надо... Почему я вот такую точку-то все время радикальную занимаю, да, по отношению к тому, что надо русский мир прям под жопу выпинывать? Прямо, говорю, вот раньше были такие модные туфли востроносые, да, с острым таким этим носком. Прямо вот с разгона найти самого такого мощного спортсмена какого-нибудь с накачанными ногами. И вот прямо в задницу, короче, в шоколадный глаз надо пропинывать этот русский мир, чтобы он летел далеко, долго и безвозвратно. В общем, так. Просто потому, что, видите, вот эти вот люди, которые на самом деле являются крепостными рабами, но их так их вбили в башку, что у них якобы есть какое-то величие, якобы они какие-то, не знаю, Бог их любит, Бог поддерживает, да, что там с ними Бог, потом, ну, короче, вот этот весь шизофренический бред величия, якобы они там везде все выигрывали и так далее, хотя на самом деле большинство войн проиграли, а которые выиграли, это только благодаря этим союзникам, американцам и так далее. Кстати, американцы действительно странная какая-то, это вот, знаете, какие-то созависимые отношения, как будто, знаете, вот есть такой хороший парень, да, американец, и он все время эту дурную бабу, Рашку, все время вытаскивает, подкармливает ее, а она какая-то просто проститутка полнейшая вообще, везде бегает, носится, изменяет, и еще ненавидит, и потом, как сказать, все равно приползает к ногам. Это вот какой-то бред, не знаю, что происходит. Почему всегда Америка вытаскивает Рашку из задницы? И вот это для меня как-то это все непонятно. Но говорить о том, что все дело только в ресурсах и так далее, но это тоже неправильно, это тоже не так. Потому что сколько Америка вкладывала денег своих, ну сколько реально, вот именно Америка почему-то сколько раз помогала, что совку, что этой Русской империи, что сейчас нынешней Рашки. Какие-то странные у них отношения, не поддаются. Ну, бывает такая вот у людей тоже влюбленность непонятная, как сказать. Также и у стран, видимо, тоже то же самое что-то бывает, но на таком глобальном уровне. Ну, вот Рашка это действительно, это вот, знаете, вот бывают такие дурные бабы просто, вот у них ни ума, ни фантазии. Это просто, знаете, как сказать, такой характер бывает, прямо дерьмовый характер, вот знаете, есть же такой, какие-то потаскухи, какие-то вредные вообще. Вот Рашка это вот такая же, какая-то просто шизофреническая баба, короче, шизофреническая тупая баба, которая по большому счету какая-то другая баба, видимо, должна навсекать конкретно, либо даже мужик просто. Ну, что-то такое должно произойти, понимаете? Русский мир надо реально добить его просто. Ну, потому что иначе они просто всех наших прикончат и все. И конец придет нашей истории, как они уже многие народы уничтожили, просто их не существует больше. И в этой всей, знаете, вот самое, конечно, странное и какое-то у них дьявольское есть магия какая-то, я не знаю, что это такое, как они, как сказать, зомбируют наши народы. Ну ладно, сам русский народ, это понятно, это, как бы сказать, в его интересах воевать там, оккупировать. Ну, это, как сказать, знаете, это как наркоман какой-то или алкоголик на каких-то, на спирту, который держится только, да. И если он бросит пить, ну, бывает же такая стадия, да, что у него белка начнется, ну, что у него уже все, крыша поедет. Так же и у Рашки. Они не могут, как сказать... Вот смотрите, у них совок развалился,
был шанс, чтобы стать нормальной страной. Тем более, сколько Европа, Америка спонсировали, инвестиции вкладывали. Кстати, вот недавно этот Григорий Юдин перевернулся. Вроде такой был хороший парень, да, хороший русский, и тут перевернулся. Сейчас я объясню, почему. Такой типа мегафилософ и так далее. Тоже прожект Кремля, я так понял. Короче, смотрите. Рашка. Почему русским вот, как бы назад хода нет? Понимаете, если они перестанут верить, перестанут вообще воевать, кого-то пытаться захватить, что-то, как это сказать-то, что-то кому-то якобы доказать или что ли, то вообще вот этот весь мир и со Второй мировой войной, да, которую они Великой Отечественной называют, и с этим всех псевдовеличием, все же это рухнет, и все станет очевидно, что как были крепостные, так и остались. Как не было ни хрена, так и ничего и нету до сих пор. Как жили как в дерьме, так и живут до сих пор. Понимаете, у них вот с одной стороны действительно, им сейчас надо уже до самого талого идти, чтобы полностью, как сказать, вот как пьяница, который уже полностью весь обосрался, обблевался, обоссался, да, вот он еще должен до конца в луже где-нибудь уснуть, чтобы потом проснулся уже и как сказать, начало до него доходить наконец-то. Когда весь мир и так смеется, конечно, но когда это уже протрезвление начнется, вот такой момент должен произойти со всем этим русским миром. Иначе это все ничем хорошим, в общем-то, не кончается, не кончится. Да и не может кончиться. Они же не могут сейчас, как сказать, остановиться, да? Все правильно эти эксперты говорят. Вот сколько там армия, да, сейчас? Они что сейчас резко все такие, все, повоевали, нормально, да? Идем, бери шинель, пошли домой, да, все, отвоевались. Нет, конечно, это люди уже все заряженные. Им куда-то надо будет свою энергию деть. Никакого мира, естественно, не будет. Куда-то все равно. Я так думаю, это война. Не могут они уже остановиться. Да и по большому счету в этой ситуации уже и не надо. Надо, чтобы просто поражение Рашки произошло, и все. Я говорю, что, Рашка прямо в полное дерьмо провалилась, в полнейшее. Вот тогда и будет все нормально, на самом-то деле. Чтобы этот русский мир просто их самих тошнило. Я не знаю, конечно. Эти все адепты. Надо, знаете, вот этих вот, которые пенсионеры сидят, которые там за русский мир топят и так далее. Надо, чтобы они, вот реально, чтобы судьба их наказала. В совке были бомжами, были лишены всего, жили на эту нищенскую зарплату, пенсию. Надо, чтобы у них вообще и ничего не осталось. Последние помойки сходили. Надо, чтобы русский мир вот просто он осознал, Другого варианта просто нет. А иначе, и сейчас уже такая ситуация, уже ничего невозможно не остановить, ничего. Был шанс у них в 90-х, но на самом деле-то, возвращаемся к этому Григорию Юдину, да, поначалу-то казалось, вот какой разумный чувак и так далее. А сейчас я недавно послушал, что он говорит. Он уже начал оправдывать всю эту войну. Он говорит, ой, на самом деле-то Путин и не виноват. Сам мир виноват. Создали такую систему, что-то такое, он полностью переобулся уже. Так что, знаете, у меня какого этого псевдохорошего русского не возьми, в конце концов он начинает. То ли они все агенты ФСБ, то ли просто у них включается великорусский шовинизм, и начинают они, ой, все виноваты, все нас обидели. Да блин, кто вы такие, чтобы все вас обижали и так далее? Идите просто в задницу и все. Что это за, как сказать, какая-то, знаете, как бывают же такие бабы, да, недотроги какие-то, такие, ой, я не такая, да, я жду трамвая, что-то такое, да? Как будто весь мир ей должен, да, блин, иди в жопу просто. Вот Рашка по такому же принципу живет. Я говорю,
характер какой-то сварливой бабы. Причем, ладно бы еще какая-то красивая была, так еще же и страшная еще, с лишним весом. Ну, короче, вообще такая стрёмная. Вот видели фильм этот «Груз-200»? Там, помните, мать была. Мать этого главного маньяка, да? Ну, как бы это фильм про Рашку, он на самом деле есть, про совок. Это же разобрано давно. Там как раз Рашка это и есть, вот эта мать. Вот такая вот. По-любому русскоязычные там друг друга не пропускают, что-то там сигналят. Корейцы я вообще не видел, чтобы на дороге что-то агрессивничали. Так, не, ладно, все верно иду. В общем, Рашка это вот, не знаю, какого, в общем, не возьми какого-то эксперта, который вначале все так красиво говорил, а потом все скатывается к одной теме. Видимо, это все-таки, даже, может, они не агенты, но вот что-то у них там замыкает, в конце концов, и все. И заметьте, очень мало таких, кто бы, как сказать, про нашу независимость мог бы спокойно говорить. Таких, я думаю, ну вот знаете, вот Фегин, он же не русский, да, он еврей. Понятное дело, что ему, как бы сказать, ну это адекватный чел, на самом деле, я так считаю. Потому что он спокойно об этом говорит, что да, нормально все. Типа, что, почему нет? Ну, понятно, что не русский человек, он, как сказать, понимает же, что он сам-то до конца тоже никогда не станет в Рашке своим. Он понимает, что есть какое-то там к нему уважение, но все равно от русских, там, еврею или буряту, или еще какому-то нерусскому человеку никогда к нему, на самом деле, хорошего отношения-то и не будет. Будут говорить, вот, это, как сказать, русский художник какой-нибудь, да, там, или еще что-то. Хотя он, ну, как сказать, не русский. Я смотрел просто передачу одну по культуре. Ну, там тяжелая история, конечно, один. Не буду национальность называть, но там один был художник какой-то. Художник, по-моему. Или писатель. Ну, писатель, по-моему. Короче, неважно, творческий человек. Ну, не русский он был. И вот он себя русским все называл. Я думаю, блин, чувак, в общем-то, столько лет прожил, но он уже старый. Так и не понял ничего. Никогда ты не будешь русским. Тем более, я думаю, кто его смотрел, там сидели и тоже так же. Сами русские-то на него, когда смотрели, думали, да, что ты тут вообще попутал? Такие вот дела. За почитаю комментарии. Что движет вами? Это не мне вопрос. Привет с Орска, хорошего настроения тебе. В Рашке почему-то говорят, что они Русь. Я не знаю, кто они, что они пьют. Рашку распирает, как неприятно. Опять поджигает задницы, и все возмущены. Тебе любой эксперт, ладно, не буду читать. Правда одна, в Рашке всегда ложь. Да. Ну, понимаете, знаете, вот самое смешное и интересное, да, что по большому-то счету, если Америка захочет, ну, они, ну, действительно, да, не то, что вот Трамп говорит много, но не делает. Если они действительно поставят все это вооружение, поставили бы, да, давно бы Украина уже победила. Но они почему-то этого не делают. Они, я не знаю, что ими вообще руководствуется. Чем они... Кстати, я здесь, по-моему, ни разу не ходил пешком. Хотя вроде... Да, вроде нет. О чем они вообще думают это?
непонятно для меня. Может быть, они единственное... Может быть, действительно, знаете, вот Рашка готова к ядерной войне. Может быть, это их действительно останавливает. Как вы думаете, кстати? Но я считаю, что нет. Понимаете, в Рашке вот эти все люди... Ай, блин, не туда вообще иду. Ну ладно, хрен с ним. Ну явно там нет каких-то идеологически заряженных людей. Они же не верят ни в какие идеалы. Ладно, я понимаю, это были бы какие-то такие вот действительно люди, которые... Ну, какая-то идеология у них есть, во что-то верят. Но при том уровне коррупции, воровства, циничности, лжи, самое главное это для них что, на самом деле, для всех этих руководящих людей? Это же деньги, комфортная жизнь. Вот и все. А так говорить о том, что у них какая-то там есть идеология и так далее, они же ее даже не представляют. Они все пользуются всеми прошлыми какими-то, ну тоже по сути штампами, да, идеологическими, что вот якобы что-то там родину защищают. СВО еще, знаете, почему назвали, мне кажется? Типа ВО же, да, типа Великая Отечественная, а вот у них типа СВО. Они даже по большому счету какого-то такого своего собственного названия не придумали. Хотя самое смешное это в том, что и ВО тоже не было. Это же была Вторая мировая война, которая в 1939 году началась. И, конечно, про это надо все говорить, рассказывать. Вообще всю историю надо, все это надо рассказать. Как оно все это было по-настоящему. А то мы так и будем, знаете, вот в какой-то этой шизофренической реальности. Но благо только в том, что помимо того, что Украина все-таки одерживает победу, да. Ну, смотрите, как минимум, так долго держаться, это уже победа, понимаете? Все-таки, ну, вот раньше какое у нас было бы представление, да, ну, до войны. Вот есть Рашка, да, которая сама себя называла Второй армией мира. Ну, казалось, что с конца. И Украина. Ну, мы же все же думали, что, ну, блин, ну, как сказать, не выдержит по-любому, если Рашка начнет войну. Но что в итоге? Не то чтобы выдерживает, а вообще нормально. Да, есть часть оккупированной территории, но они же и сами тоже освободили Курскую эту область-то. И сколько уже этих взорвали. Эту операцию «Паутина» провели, да? Аж на Дальний Восток там привезли дроны. Благодаря, опять же, коррупции. Короче, весь этот, на самом деле, миф о том, что вот Рашка такая страшная, опасная, он же весь полностью рассыпался, развеялся. Ничего этого в реальности нету. Ну, единственное, что, знаете, вот это вот сколько всего происходило, да, сколько раз этот Крымский мост бомбили, сколько даже по Кремлю бомбили, да, стреляли, сколько по этому Москва-Сити, сколько прилетов, вот эта операция «Паутина», а терпилы все сидят и терпят, и ничего не говорят, все идет по плану. Им уже там везде полностью воздух, скоро воздух им будут продавать, как в этой сказке, да, там, как, помните, этот сеньор Помидор-то был там, мультик такой. Вы слишком стали много дышать. Такая вот история. Запрещает им по мессенджерам разговаривать. Ну, просто, знаете, вот мне реально кажется, над ними там просто прикалываются уже. Даже по чиновникам, которые интервью дают, видно же, насколько они просто издеваются над людьми. Но это... Если бы это не происходило в реальности, не знаю, мне кажется, это... Вот мы все думали, что вот этот вот 1984 это все это такая утопия, все это вымысел, фантастика. Но оказалось, что это
Даже там не все описано, как оно в реальности бывает. Вот запрещают мессенджеры, якобы, что там, потому что у операторов выручка падает. А кто виноват-то в том, что у вас выручка падает? Может быть, надо лучше услуги предоставлять или еще что-то делать? Да и вообще, это бизнес, ну, типа рыночная экономика же. Да, короче, если там сплошные какие-то придумки, оправдания, все же понимают, что на самом деле просто превращается в Северную Корею. А терпил и что? Где-то, знаете, было очень хорошее высказывание. Это страна, где и власть, и народ страстно желают признать, что нет никакой свободы, нет никаких прав, что вообще демократии не существует и так далее. Вот поэтому я и говорю, что наши народы надо вырываться из этого всего. Пусть они там сидят сами, вот как хотят в этом ГУЛАГе сидеть, пусть и сидят. Но нам-то нахрена там быть, понимаете? Нашим народом. Но опять же, щупальца у этого русского мира, к сожалению, везде пронизаны, всю нашу жизнь, все наше общество. Я говорю, эти пропагандисты с двух сторон работают. И якобы с оппозиции, да, со стороны, и непосредственно внутри, в Бурятии. Только одни, как сказать, эти бойцы невидимого фронта, да, у всех на самом деле звания и так далее. Такие вот дела. Ну, все это мы узнаем тогда, когда архивы вскроются, ФСБ, кто там, все же личные дела будут лежать. Ну, по крайней мере, какой-то листок о сотрудничестве. Ну, что-то, какая-то информация все равно будет. Все вскроются. Ну, не может же быть такое, что... Вот это Фейгин-то, кстати, правильно говорит, что вот так вот радикально это меняется позиция. Было что-то одно, потом другое стало. Ну, считаем, 24 часа работает. Надо, кстати, поснимать, как-нибудь зайти в Щектан, чуть поснимать. Поэтому я просто, знаете, я же вижу, что на самом деле эти все агенты влияния и так далее, они действительно просто пешки и все. Рассматривать их как самостоятельных игроков, ну, нет, конечно, они просто их дергают за ниточки, говорят, что говорить. И все, и предоставляют им, соответственно, возможности. Ну, деньги, продвижение медийное, еще что-то. Ну, любую поддержку, короче. Фух. Поэтому, конечно, вот знаете, для них проблема то, что существуем мы, да, вот независимые какие-то активисты. В том плане, что, понимаете, им-то надо нас контролировать, по большому счету, чтобы мы не набирали никакой большой медийный вес, чтобы мы не доносили свою какую-то собственную мысли, в принципе, не доносили, свое видение. То есть для них-то важно что? Держать как бы народ в узде, чтобы все шло по их плану. Потому что, понимаете, у них чисто ФСБшная, даже если они, как сказать, ну, нет, конечно, в разработках, вот кто придумывает, да, вот эту операцию, ну, допустим, смотрите, как по Бурятии возьмем, да, вот они знают, допустим, есть в Южной Корее большая анклав бурят, да, есть в США, еще в каких-то странах. Ну, соответственно, они по этим странам засылают своих агентов влияния, создают для них все условия и так далее. И что им важно-то? Чтобы никакие сообщества не организовывались, чтобы на этих сообществах ни в коем случае не шла речь о каких-то, как сказать, о проблемах, никто не обсуждал и так далее. Но все равно мы же все в Корее живем,
видимо, уровень жизни совершенно другой, как здесь корейцы живут, как, ну и какая жизнь в Бурятии, да. Мы же все это видим, наблюдаем, и чтобы у нас не было, ну, просто даже разговоров элементарных, да, типа, а почему вот в Бурятии так живем? Хотя у нас намного, не то что намного, вот у нас есть природный ресурс, у нас есть все и так далее. Чтобы это все, знаете, даже если люди и собирались, то они обязательно там спортом занимались, не знаю, еще что-то. Ну, чтобы ни единого разговора не было об этом. И вот кто руководит этими всеми операциями, кто придумывает все это, ну, конечно, это не буряты. Это где-то с Москвы, наверное, все это решается. Где-то там, наверное, какие-то рабочие группы ФСБ сидят, разрабатывают. А эти вот кто, всякие сошки типа Шабагорова там или БНД, это мелкие уже исполнители, которые, ну вот, фейсом светят своим. Это уже, ну, просто пешки уже в самом конце. Может, у них какой-то куратор тоже бурят есть, но это максимум. Остальные все русские над ними стоят. Там не может быть, чтобы какой-то там генерал ФСБ бурят сидел где-то в Москве. Ну нет, конечно. Такого близко быть не может просто. Понимаете, даже если он будет какой-то весь преданный и так далее, но хрен его знает. Вдруг у него там какая-то национальная гордость в конце концов проснется у такого бурята. И вдруг он что-то, ну, не то сделает. Поэтому, ну, гораздо же лучше поставить своего, согласитесь, который, как сказать, и по убеждениям, и все будет он разделять полностью. Всю эту идеологию. Ну, а в чем идеология-то состоит? Она крайне, как это сказать, лживая, крайне, забыл это слово. Ну, смысл в том, что говорить, что вот якобы, как вы, буряты, хорошо живете, или другие народы, саха, при этом, лицемерная политика. При этом говорить одно, а делать совершенно другое. Делать что? Грабительство, разграбливание всех наших природных ресурсов, уничтожение нас как народов, уничтожение нашей идентичности, языка, культуры, ну и вообще самого народа. Освобождение от территорий, короче. Вот что происходит на самом деле. И мы должны за всем этим просто наблюдать, получается. А те, кто про это говорят, должны заткнуться. Вот и вся идеология, что есть на самом деле. А эти все сошки мелкие, как сказать, ну, конечно, знаете, с одной стороны, мне с ними смысл тоже нет бодаться. Мне просто надо это озвучить и все. Потому что какой смысл с этими шестерками, со всеми что-то там, как будто бы, знаете, как сказать-то вам, это же просто шестерки. Что толку-то с них? Им как скажут, так они и будут делать. Им скажут завтра, наоборот, поддержать меня, они поддержат. Ну, то есть это не самостоятельная полностью личность. И возиться на этом низовом уровне в каком-то дерьме, ну, смысла нет, по сути. Поэтому я вот, знаете, сегодня меня что-то так озарило это, вот инсайт произошел такой в голове. Я повторю, я же человек не вообще далекий от всяких органов и так далее. Но, тем не менее, видите, какую-то картинку ты начинаешь все равно сопоставлять с течением времени. Смотреть и так далее. Такие вот дела. Поэтому просто что я хочу сказать-то. Я надеюсь, все-таки смотрят в основном. Ну, сейчас, кстати, лидирует, по-моему, уже первое место по просмотрам Украина заняла. Для меня, кстати, это вообще неожиданно. У меня все-таки моя, как бы сказать, целевая аудитория — это, ну, Бурятия и вообще наши коренные народы в целом. Но почему, как сказать, скорее всего, из ограничений стали в Украине больше смотреть. Не знаю, почему так произошло вообще. Ну и слава Украине, конечно, в таком, ну, вообще, в принципе. Победа Украины — это, в принципе, и, как сказать-то, справедливо, и самое главное, Рашка начнет разваливаться. Победа Украины и экономический кризис, вот это вот добьют все-таки эту вертикаль. А так она, знаете, очень устойчивая.
Но опять-таки, смотрите, она устойчивая просто потому, что они сами народ такой, который, ну, крепостные, короче. Они как были крепостными сколько лет, там, 500 лет или 100 лет назад, так они ими и остаются. Понимаете? Там, я так понял, русскими править очень легко на самом деле. Просто приходишь и начинаешь вот все, что тебе вздумается делать. И все. И тебе будут они поклоняться. Им просто, как бы сказать, физически как будто все это нужно. Такое вот подчинение, что ли. Ну, иначе я просто не знаю. Если бы я не был всем очевидцем всех этих событий, которые сейчас происходят, ну, я бы просто не поверил бы, что такое вообще может быть. Ну, и когда начинаешь настоящие факты узнавать из истории, ну, в той же Второй мировой войны. Такие вот дела. Город в Сербии. Чего вам так обидно? То, что это Рашку Рашкой называют. Смиритесь уже, это все. Я думаю, даже потом, ну, если, конечно, созреют люди, они и сами, наверное, назовут Рашку. Ну, как бы сказать. Ну, это будет зато справедливо. Нами движет Бог. Ну, если вами движет Бог, то это Бог рабства. Не знаю. Да поменьше надо думать, на самом деле, о всяких религиозных вещах. Хотя, конечно, знаете, что-то, на самом деле, вот это вот какое-то дьявольское в этом действительно в Рашке есть. Как будто, знаете, все-таки... Кстати, вот не зря есть такое сравнение, где там Путин улыбается, и сравнили с улыбкой этого, какого, Чикатило. Так-то реально похоже. И Чикатило, когда давал интервью, он говорил, что ему как будто какие-то темные силы помогали совершать все это. То есть люди идут, ну, кого-то он только убил, короче, люди мимо идут, а он, как сказать, ну, типа спрятался, не спрятался, как-то так встал, и его не замечает даже. То есть у Рашки тоже вот до поры до времени эти темные силы им действительно помогают. То есть как-то они все время избегают или еще что-то. С другой стороны, конечно, очень хорошо выстроена у них эта агентура или еще что-то. Но все равно справедливость в конце концов восторжествует. Они же боятся все-таки вещи своими именами называть. Не зря этот новояз-то придуман. Там не взрыв, а хлопок. Причем они, знаете, если уж мы Украину берем, там есть свои проблемы, конечно, как и в любой стране. Их проблемы, они раздувают до небес, ну, как и в Европе, где-то в США. Вот, там нет демократии, свободы и так далее, еще что-то, да, там. Знаете, это так смешно, когда такая вот дерьмовая авторитарная страна, как Рашка, да, еще кому-то говорит про демократию. Ну, это, я думаю, ребята, вы что там, у кого-то соринку в глазу увидели, да? А у себя бревна не замечаете. Ну, вот реально, вот это 100% подходит. Это когда, знаете, какой-то маньяк, людоед вдруг увидел, что кого-то случайно толкнули. Ну, так, когда идешь, плечом же толкаешь. И это начинает, вот он его толкнул, да. Ну, когда говорит про какие-то проблемы там в Украине или в Европе, в США, или еще в каких-то странах. Ну, в Южной Корее, допустим, или в Японии. А сами при этом, что у них там только не происходит. И на бутылки людей сажают, и просто убивают в этих запреты какие-то. Ну, что только в Рашке не происходит, на самом деле. Военный преступник у них президент. И при этом они еще, знаете, как сказать, это просто лицемеры просто, сволочи, козлы, гады. Ну а нам, какой вывод-то я постоянно, кстати, вот одну и тему, ну и ту же как бы линию-то и провожу. Нам надо какой-то найти баланс. Понимаете, смотрите,
то, что в этих странах действительно демократия, а в Рашке такая авторитарная власть, она этим и пользуется, да, на противоречиях играет, подкупает кого-то и так далее. Получается, в такой системе, ну, вот Азербайджан ее победил, да, ну, просто потому, что у них, ну, как сказать, короче, у них тоже президент долго сидит. Но я считаю, что у них не прямо там путинский режим. Короче, возможно, нам надо либо наше общество так воспитать, как бы сказать, довести, да, до того, что русский мир это действительно такое большое зло, что мы все должны быть полностью против него. То есть не позволять какой-то пропаганде, чтобы они не позволять агентам влияния. Вот они будут говорить, никто их просто даже слушать не будет. Вот это я имею в виду. Что было внутри нашего общества, наших обществ, всех наших народов, бурят, саха, всех как бы разделение, да, что типа, а вдруг там они правду говорят или еще что-то. Ну, чтобы мы просто вообще не верили. Вот какой-то русский пропагандист или агент влияния говорит, ну, все понимали, нет, все он по заказу Кремля, говорит. Сейчас уточку вам покажу. И так свободно уточки ходят. То есть у нас должен такой иммунитет к русскому миру быть, к его пропагандистам, к агентам влияния. То есть для этого мы должны просто-напросто все их уловки изучить, чем они, какие методы пользуются. Ну, чем больше мы о них узнаем, тем лучше, конечно. Просто по большому счету в каждом народе надо найти всех этих агентов влияния и всех разоблачить, чтобы мы уже знали. И если начинается такая история, как вот Латынина там или Арестович, да, что вот что-то переобувается, тоже надо понимать, что вот чувак, оказывается, агент влияния был. До поры до времени притворялся, а потом все. Потом вскрылась его истинная задача, какие у него поставлены из ФСБ. Такие вот дела. То есть нам, конечно, как сказать, нам необходима демократия, но видите, демократия в этом плане уязвима, потому что начнется вот эти вот информационные диверсии или еще что-то. Они общество начнут раскачивать, что вот, мол, ну, они начнут, вот мы же, когда мы будем, как сказать, за независимость топить, когда я вернусь, когда, ну, те, кто действительно за независимость, все приедем, они же начнут, как сказать, ну, то, что, типа, независимость не нужна, уже это не получится. То есть уже штатные всякие пропагандисты, их агенты влияния тоже об этом говорят. Просто они хотят на себя это все перетянуть, чтобы потом эту тему, как бы сказать, ну, даже в самой же Украине признают, что у них до сих пор этих агентов влияния куча. Ну, чтобы было, как это в Казахстане, знаете, чтобы максимальное влияние, ну, не только в Казахстане, в других странах, максимальное влияние русского мира оставалось и дальше потом. Чтобы они контроль за ресурсами сохраняли, как Монголия, к сожалению, да, там за этим. Железная дорога же, получается, под русскими. Ну, много чего. Они еще бензином там, короче, ресурсами они держат Монголию на коротком таком поводке, на самом-то деле. Почему состоялась встреча? Ну, сейчас, кстати, к Монголии уже нет вопросов, потому что если уж Америка сама приняла пыню, что про Монголию говорить? Так что, видите, в свое время все наехали на Монголию. Ой, Монголия такая, сякая. Ну, а что? Он, Трамп что делает? Что это такое вообще? Некрасиво. Ну, как некрасиво? Это преступление, по сути. Что это тогда вот этот вот суд, да, Международный уголовный суд? Получается, все это херня полная, раз сам Трамп не признает этого. Что тогда? Все это что, цирк какой-то, что ли? Что там, вот эти все люди одели эти мантии, судьи и так далее, все это, прокуроры, все это там ведут, что-то дела, и что это все это? Просто так, что ли, по приколу, что ли? Получается так? Раз он свободно может в Аляску приезжать и встречаться, еще аплодирует. Это вообще капец. Поэтому, видите, вот эти вот агенты влияния, конечно, ситуация зашла далеко. Сейчас, конечно, уже по большому счету
народ, я считаю, хочет независимости. Но опять, понимаете, за годы оккупации наши народы привыкли к, как бы сказать, бездеятельности такой, да, что типа все как-то само по себе образуется. Ну, 100 лет оккупации — это слишком много на самом деле. Сколько поколений уже родилось при совке, при вот этой оккупации, когда мозги промыты, когда всех таких деятельных людей высекают, куда-то убивают и так далее. Ну, либо их как-то, короче, не допускают никуда. В крайнем случае сажают или убивают. Поэтому, конечно, агенты влияния постараются максимально пролезть в правительство, во власть, чтобы дальше служить своим русским хозяевам. Ну, наша задача в чем состоит? Не допустить их туда, чтобы у нас действительно была наша независимая страна без давления и влияния русского мира. Поэтому, видите, лучше всего его вообще, как в нормальных странах, которые все поняли уже, ну, как все страны нормальные, но где-то этих слишком много агентов влияния. Они, видите, как пагубно действуют-то в том же Казахстане или в Монголии. Понимаете, там же, ну, это вот вырывать надо сразу с корнем все это. Вот как в странах Балтии, да, не граждан делают, не допускают во власть и так далее. Ну, правильно, абсолютно правильно все делают. То же самое и у нас надо делать. Просто с корнем надо все это вырывать, весь этот русский мир, не допускать их. И чтобы, если ты начинаешь действовать в интересах русского мира, сразу тебя сажали на 25 лет. Русский мир вообще признать экстремистской, как сказать, идеологией. И никакого русского языка на наших территориях. Такими вот жесткими методами надо. А так ты будешь там что-то вату катать, они тебе опять же на шею сядут и скажут: ну все, Бадма, поговорили про независимость, ну все, назад ярмо одевай, и все. Мы сейчас будем возвращать русские земли. Вот такая херня начнется потом в конце концов. СВО будем у тебя проводить. Будем тебя в стойло возвращать. Поэтому независимость так независимость. По полной программе все должно быть. Сегодня, кстати, есть такой Vox Veritas, или как ли правильно. Есть такой канал, там очень грамотный сидит украинец, преподаватель истории, по-моему. Ну, короче, человек очень подкованный, самое главное, спокойный, рассудительный, хорошо, адекватно умеет разговаривать с людьми. Ну, вообще мужик грамотный, такой в возрасте уже. И он грамотно просто, я посмотрел видео, все полностью, грамотно раскатал одного какого-то ФСБшника. Тот аж психанул, сбежал с эфира. Ну, там началось про почему надо памятники сносить русскому миру. Ну, он прямо грамотно. Как называлось это? Я уже забыл, как термин такой есть. Это во всех странах происходит, которые... Ну, он спрашивает этот вот ФСБшник, типа, почему сносите памятники? Он говорит, ну, есть такой термин, это во всем мире практикуется, когда страна обретает субъектность, она сносит памятники оккупантам. Ну, вот это то же самое происходит в Украине. Этого могло бы и не происходить, если бы Рашка не напала на Украину, не развязала войну. Может быть, так и стояли бы все эти памятники. Понимаете, вот у нас тот же самый процесс должен произойти. Все эти памятники, все эти улицы, все это должны переназвать, памятники все снести, все выкинуть, вычистить все это от русского мира, чтобы вообще там даже запаха не осталось. Ну, иначе, понимаете, иначе просто ничего не получится. Никакого не может быть, знаете, там, какую-то переходную... Это же все вранье. Это вот, как вот, знаете, вот эти вот якобы переговоры насчет мира, да, который сейчас в Украине идет. Ну, всем же понятно, очевидно одно. Они просто тянут время. Они понимают, что у них уже экономический кризис, у них уже военное поражение. Они ничего не могут. Но им надо тянуть время. Потому что, ну, стратегически они, конечно, давно проиграли. Но им, как сказать, это как, знаете, приговоренный к смерти, да, Рашка приговорена и хочет, как сказать, ну, понимает, что скоро конец, но как бы оттянуть срок.
А что оттягивать? Рано или поздно это произойдет. Так что... Ну, я надеюсь, американцы созреют уже, дадут хорошую помощь, дадут нормальные ракеты, там, не знаю. Ну, короче, Рашку надо добить до конца. И все. Чтобы процесс... А нашим народам надо, как сказать, пользоваться моментом, понять, что противодействуют нам агенты влияния, ФСБ, в общем-то, по сути. Ну, вы что думаете, они вот как будто бы, знаете, только на внешнем контуре работает ФСБ, да, там, а внутри они типа не работают. Они в первую очередь внутри работают, рашки. Там полностью вот эту вот лояльность, вертикаль власти устанавливают, а уже потом на внешнем контуре. Такие вот дела. Поэтому просто у нас должна быть вот... Мы самое лучшее передовое должны со всех стран взять. С стран Балтии и так далее. Ну, относительно... Вообще относительно всего, конечно, но и это в частности. Заостриться на этом всем. Изучить, где, в каких странах самые такие жесткие меры по, как сказать, по обретению субъектности, независимости, суверенитета. То есть у нас не должен быть какой-то, знаете, ограниченный суверенитет, типа названия, ой, независимая Бурятия, но типа там, типа с крышей, да, из Москвы или еще что-то. Такого быть вообще не должно. Для этого, конечно, вбуханы большие деньги в работу ФСБ, в работу агентов влияния. Но, как видите, по большому счету у них мало чего получается. Ну как, получается вообще-то, но все равно работают они свои проколы, удаляют YouTube-каналы даже, возможности действительно большие. Своих они, ну я понял так, в конторе такой метод, что типа они, даже если чувак прокололся, они все равно его не выкидывают, не бросают. Вот Шабагоров, допустим, да, или тот же профсоюз. Да и, ну вот всех, кого вычислили, они все вот, так сказать, типа на плаву или еще что-то. Ну, до поры до времени, я думаю, они их, так сказать, будут держать. Иначе, понимаете, если они их резко начнут бросать, ну, когда-то бросят все равно. Остальные-то их агенты будут бояться, типа, ой, нас бросили, этих бросили, нас тоже. Ну, пока их будут держать на содержании или еще что-то, обещать что-то. Потом все это кончится. Фух. Так, за комментарий, ну, Муншат, тебе все. Завершать буду сейчас. Что там? Судя по комментариям, в РФ нет шовинизма и нацизма. Да есть, конечно. Сейчас идет осознание самими русскими, что их лживое лицемерие не работает на самом деле. Ну да, на России даже флага нет. Так. Россия веками дураки. Да, я думаю, это, знаете, дураки это даже лучше, чем раб. Раб-то он не дурак. Раб это... Я даже не знаю, как к этому относиться. Жалеть мне не жалко русских, на самом деле. Даже у меня другое какое-то отношение. После того, что они творят. Короче, я так понимаю, мы должны обрести свою независимость и максимально оберегать свои границы от влияния, от всякого влияния, и информационного, и такого силового вторжения. То есть мы всегда должны быть начеку, наготове. Самый наш главный враг — это русский мир, и это вот мы всегда должны настороже быть с ними. Сколько бы времени ни прошло, вот такие вот дела. Ну, я думаю, сейчас все понимают, русским верить нельзя, и их агентам влияния тем более. И если человек начинает там защищать русский мир, значит, что-то не то, это значит агент какой-то влияния. Жарко, ужасно жарко. Украинский проект «Хочу жить», помогающий военным безопасно сдаться в плен.
россияне, выходим, все, зачем это слушать? Ну, для вас бесплатная, как бы сказать, бесплатная... Понимаете, вы можете, конечно, смотреть свой телек и верить вашему там этому Соловьеву или Пыне Путину, но проблема в том, что, как сказать, завтра утром вы проснетесь, а проблемы все с невыплатой зарплат, там уже сейчас на 3-дневную рабочую неделю переходят люди, Макс вас заставляет устанавливать, как бы сказать, проблемы ваши никуда не денутся. Вы можете, конечно, дальше верить, слушать, думать, ой, как зашибись, Рашка такая хорошая, но вас это не спасет от поражения, от экономического кризиса, от страданий и так далее. Есть хорошие люди русские, безусловно, и хотелось бы, чтобы они, как сказать, понимаете, смотрите, это от меня, от нас вообще не должно идти. По большому счету, если бы в 90-х они сами начали бы, да, вот этот проект настоящей федерализации, начали бы вот эти проекты говорить, ребята, вот мы, как сказать, говорили о том, что было мирное присоединение, но вообще-то история была другая, да, то есть мы оккупировали вас, причем не впрямую захватили, а всякими там подлостью, хитростью, ну вот такая вот история была. Ну, знаете, да, об этом. Давайте вот, как сказать, примирение какое-то устроим. Ну, вот, типа, прошло же время, сейчас вот мы, типа, вместе и так далее. Давайте как-то строить вместе, да, федерацию. Но они же этого ничего не делали. То есть, наоборот, начали, вот, русский народ впереди, добровольное присоединение, у вас ничего не было. Вы там, что там, в юртах жили, ничего у вас не было и так далее. Ни культуры, ни языка, мол, мы вам все дали и так далее. Ахинею эту начали свою. Ну, а с чего мы тогда будем к вам хорошо относиться-то, уважать вас, если вы не хотите никакую правду признавать и не хотите по-цивилизованному, по-человечески жить, не хотите никакого настоящего равноправия или еще чего-то, хотите вот такими, знаете, сидеть, да, типа, как сказать, ну, считать себя якобы там какими-то просвещенными или еще кем-то, и при этом, как сказать, как этот, помните, доцент, да, типа, здесь помню, здесь не помню, с тумбочки, с кровати упал со 2-го этажа, типа такого. Ну, так не пойдет же, согласитесь, это от вас должна инициатива быть, а от нас-то какая инициатива будет? Только такая будет инициатива, что нахер вы нам сдались, на какое мы будем примирение идти, если мы в оккупации живем? Это же должна быть инициатива-то, вот как в Америке, да, правительство это все же признает, проблемы всех этих народов, да, темнокожих, афроамериканцев, коренных индейцев. Они же все это, как сказать, говорят об этом, рассказывают. Как его там, фильм этот, через фильмы, через культуру, через программы, через гранты всякие. Ну, все это действительно делается, вся работа. Рассказывают, вот действительно так было, вот как Тарантино бы не снимал вот этот вот фильм свой, да, там «Джанго освобожденный», ну и много таких фильмов, да, где, по сути, как бы в кино, ну, идет вот это вот. Ну, о чем фильм-то? О том, что раб освобождается и уничтожает своего владельца своего. Ну, по большому счету, сами русские должны были бы, наверное, снять фильм, где крепостной приходит и барина убивает. Но такого же нету. Такие вот дела. Поэтому, ну и уж тем более про наши все народы говорить. Не хотят же они про Пахабова рассказывать, да, что он там на самом деле был убийца, какой-то педофил или еще кто-то. Ну и про эти все якобы эти, как сказать, чуваки, которые были, ну, якобы первопроходцы там или еще кто-то, осваиватели. Вот придумали еще такое лживое лицемерное слово осваиватели. Мирное освоение Сибири. Да какое к черту мирное освоение? Там вот такие дегенераты приходили, самые последние люди туда. Убийцы какие-то. Как вот эти сейчас есть же эти, как их, ЧВК всякие там, Вагнер и так далее. Всякие зэки. Такие же вот каторжане всякие, убийцы приходили. Ага, осваиватели мирные, да, 100 раз. Поэтому от нас вы, раз сами не хотите
этого ничего делать, то мы-то что? Мы же не будем, как сказать, что-то это, как это сказать, комедию какую-то ломать, да? Мы будем четко говорить все как было. Нам-то зачем комедию какую-то ломать или еще что-то? Не мы же виноваты. Такие вот дела. Так что, по большому счету, Рашка и нам репарации должна платить не только Украине, ну и не только там Грузии, Чечне и другим странам, но и нам за то, что оккупировали, сколько наших народов убили. Но это все надо поднимать, рассказывать об этом всем. Так что наша прямая заинтересованность в том, чтобы этот русский мир скорее сдох, пропал. Только одного этого мы должны все желать, стремиться к этому. Поэтому такие вот дела. Ну и, конечно, полностью такую позицию занять и идти к тому, чтобы полностью обрести суверенитет. Ну и жить своей жизнью, получается так, настоящей жизнью. Не то, что нам там придумали в этом совке, в Рашке, да, там, добровольное присоединение, еще какую-то херню. Чушь полная вообще. Какое добровольное присоединение? Такие дела. Не ждите 90-е 2.0. Жожа, у тебя не треснет репарации получать. Ну, я и говорю, что от вас, подонков, и не дождешься репараций. Ну, хотя бы Украине заплатите репарации. Мы просто вас выпнем, да и все. Говорю, под жопу этот русский мир выпнем. Украине тоже не нужны трупы русских солдат, их негде хранить. Украинский проект «Хочу жить», помогающий военным безопасно сдаться в плен. Возьмите сторону потерпевшей Украины. Ермак, Дежнев, убийцы, насильники. Конечно. Главный нацист России Уткин, основатель ЧВК «Вагнер», герой России, 6 орденов мужества, даже памятник поставил. Я теперь, знаете, боюсь копать после вот этих всех историй, вот эти все ветераны, герои этой Великой Отечественной. Понимаете, нам всю надо информацию будет теперь проверять, сверять. То у нас же сколько улиц, там эти все Барсоев и так далее. Блин, ну надеюсь, все-таки это были настоящие герои. А то это такое разочарование будет во всем этом, если как сейчас, да, как на этой войне. Типа герои Советского Союза, а потом, блин, что-то, короче, не так было, да. Но, короче, проверять надо будет всю информацию. На России много нищих. Война в Украине, кто виноват, земля или Путин? Русский народ, я считаю, виноват. Ты нам еще за татаро-монгольские игры ответите. Между прочим, если бы не монгольское завоевание, Рашки бы и не существовало как государство. То есть это же были какие-то дикие племена, голые бегали, даже еще лаптей не было на тот момент. Вообще русских настолько неинтересны были монголам, что они даже и не собирались их, мимо шли просто туда, в Европу, в сторону Европы. Ну, на тот момент и Европа, конечно, тоже неинтересная была. Там же просто разборки вообще с этими печенегами, половцами были. Хоть историю почитайте. 25 тысяч монгольский этот просто разведывательный отряд. Послали послов к этим русским, а те их убили. И все, и по монгольским понятиям, ну, нельзя было послов убивать. Но это же беспредельщики всегда были. Ничего по-человечески не делали.
И это... Ну что, пошли против них, 25 тысяч. Там русских было 100 тысяч, еще 50 тысяч этих половцев, печенегов. Ну и, получается, разбили их и не захватили на тот-то момент. Ну, как бы сказать, не то, что даже захватили, не поставили этих там... По большому счету не захватывали же, не было же там кровосмешения с монголами. Просто этого, таких чуваков, как Александр Невский, поставили потом, да и все. Как такового уже не было там. Вот в чем отличается-то рашкинское присутствие. Они же прямо уничтожают народ и манкрутизацию производят, уничтожают язык, культуру, идентичность, разграбливают ресурсы. Монголы-то вообще на Рашке ничего такого не делали. Они же просто выплачивали налог за охрану и все. То есть, чтобы никто не трогал русских. А так вот эти вот 25 тысяч разбили 150 тысяч. Ну, были плохие очень воины, и эти не смогли помочь, половцы, эти печенеги. Хотя это были кочевники. А это просто, как они тогда воевать не умели, так и до сих пор не умеют. Разбили их, конечно. И все. Это просто был разведывательный. Ну, понятно, были там все-таки монголы были. Разбили их и ушли на сколько там? На 25 лет, что ли? Ну, короче, на продолжительное время ушли и потом только пришли. То есть за это время могли бы спокойно подготовиться, но так и не подготовились. Так что говорить что-то про монгольское завоевание, это, конечно, как сказать, верх цинизма, опять-таки. Дали, сплотили их, какую-то показали как государственность. То есть на тот момент же не было ничего такого в Рашке-то. Какие-то ходили голые там, по-человечески говорили, нет, непонятно тоже. Вот, посмотрите лучше этот, как фильм-то Тарковский снял. Как же фильм называется-то? Андрей Рублев, по-моему. Вот как там этот... Ну, там переборщил маленько, конечно. Но в целом суть верная в том, что сплотил как бы русских людей, монголы. Что, говорит, врешь? Где я соврал хоть слово вранья? Я же не русский пропагандист. Это вы вот привыкли в лжи своей жить. Что? Разве Бурятия добровольно или Саха или какой-то другой народ добровольно вступали в Рашку, что ли? Нет, конечно, такого не было. Это была подлая, кровавая оккупация. Стравливали с другими народами и пользовались, как сказать, ситуацией, короче. Ну, воины всегда были плохие русские. Никто не скажет, что вот прям хорошие. Даже сами русские это признают на самом деле, когда так разговариваешь. Ну, по истории даже посмотрите, настоящей истории. Все эти сражения в основном же проигрывали. Даже Наполеону проиграли, ну, как, в смысле, не даже, это, конечно, был талантливый полководец и так далее. Французы хорошо дрались. Сожгли, в конце концов, Москву. Это же поражение было, на самом-то деле, ушли. Просто, как сказать, из-за того, что холод начался. Вот только из-за холода они ушли, и все. И из-за холода, как сказать. А потом там уже антинаполеоновская коалиция вступила. А русские почему-то подумали, что они победили как будто французов. Ну, то есть это вообще выдуманная история вся. Невский был племянник Батыя. Ну, не то, что племянник, а какой-то просто, ну, как, типа, как, не по крови точно. Почему они тогда владели 1/6 частью суши? Ну, как сказать, за счет того, что, видите, это же раньше Монгольская империя была. Просто она ослабла в результате этих всех междоусобных расприй. И все, и воспользовались слабостью. Ну а так-то что? И что, долго владели, что ли? Совок как быстро рассыпался-то, ничего же не смогли путевого сделать.
Если монголы дали там вот эту вот почту, как это, ямщицкая вот эта тема же есть, когда там, как его, скачешь на коне до определенного участка, там тебе дают нового, ну и поспать там можно и так далее. Ну, вот все такие вещи, в общем, дали. Монголы обучили вообще. Турашка-то что вообще дала? Ни совок, ничего путевого не смогли дать. Ничего не смогли построить. Даже машину ни одну свою собственную не построили. Все уже ворованное, все из-за рубежа. Индустриализацию американцы сделали с европейцами. Что в совке смогли сами сделать? Ничего, по большому счету. Все же это с Запада, с Европы, все технологии. Всегда так было. Цари владели. Когда ваши цари там, как сказать, смогли-то что-то? Почему-то сейчас для всех русский виноват. А кто еще? Если б не вы, не было бы ничего, никакой войны. Ваша же поддержка войны. Наши буряты ничего не поддерживают этого на самом-то деле. Никакой этой войны. Да, идут на войну, к сожалению. Будет еще, я думаю, потом тоже репарации выплачивать. И поедем восстанавливать Украину, каяться и так далее. Все это будет впереди. Официальные извинения, все это будет в будущем. Ну, пока что, только от себя могу, да, принести извинения за вторжение в Украину. Ну, что я могу еще сейчас? Я не в правительстве, нигде не сижу. От себя лично могу, от тех, кто меня поддерживает. Цари и рашки вообще-то немцами были. Потом, конечно, многие, кстати, буряты хотели бы поехать действительно помогать, там как-то восстанавливать. Но у нас, видите, по большому счету у нас же в основном буддийская религия. У нас даже все эти пропагандистские фильмы идут не про воинов, а про там медиков и так далее. С такими целями, что ехать, восстанавливать, строить, там, не знаю, ухаживать. Много народу на самом деле будет потом после войны. Конечно, вину свою чувствуют наши. Но сейчас пока просто не могут. Это потом придет время, в общем. Такие дела. За ночь идут. На сегодня, наверное, все. Заканчивать буду. Уже, кстати, Ореволу. Уже 1:30. За ночь идут байрла. Комментарий мышекты. Лайки-то викты. Подписка ты за ночь идут. Дахину затра. Байер-те.